Уходящий год был объявлен в честь известного писателя и поэта, доктора филологии, классика гагаузской культуры Диониса Танасоглу. В 2022 году были проведены различные встречи, научные конференции, открытые уроки в учебных заведениях, посвященные памяти Диониса Танасоглу. Каждое мероприятие раскрывало личность этого разностороннего человека, который оставил неизгладимый след в культуре гагаузского народа. Дионис Танасоглу пережил смену нескольких эпох, самозабвенно служил своему народу, отдавая любимому делу всю свою энергию. Судьба обычного молодого человека из обычного гагаузского села могла сложиться иначе. Но в жизни Дионис Танасоглу брался за любую работу. На каждом поприще он трудился честно и добросовестно, оставляя добрую память о себе и закладывая фундамент развития целых отраслей. Дионис Николаевич Танасоглу – гагаузский поэт, прозаик, драматург, автор первого романа гагаузской литературы, родился 100 лет назад, в 1922 году. Много лет преподавал в Институте искусств Республики Молдова. Впоследствии был ректором Камрадского государственного университета. Является почетным гражданином Гагаузии. Начальник Главного управления культуры Гагаузии Марина Семенова отметила, что Дионис Танасоглу внес бесценный вклад в развитие культуры гагаузского народа. Kendi işlerinden Dionис Tanasoglu büyük bukvalarla yazdı kendi adını Gagavuz halkın kulturasına. O çalıştı bütün yürekten, bütün sevgiyle Gagavuz halkına. Ne da yapmasa yaptı her bir işini. Дионис Танасоглу навсегда останется в памяти гагаузского народа и в его истории. Он работал в полную силу и с большой любовью к гагаузскому народу. За что бы он ни брался, делал на высоком уровне. Пускай наши дети о нем знают и помнят. Он большой пример для нас. Toplayalım, koruyalım onun muzikasını. Hangisi duygulu yazmış o bize, hangisini o bize değini bırakmış. Yıllar boyu da bilirsin. Korunsun, anılsın onun adı Milli Tiyatromuzda. Ben bilirim hani siz ileri doğru da çalışıyorsunuz ki bu anılmış adamın adı unutulmasın. Марина Семенова также сообщила, что вышел в свет сборник избранных произведений Диониса Танасоглу под названием «Сечмя Яратмалар» в количестве 2000 экземпляров, которые в скором времени будут переданы библиотекам автономии. Директор научно-исследовательского центра Гагаузии Ирина Константинова в свою очередь добавила, что в скором времени выйдут 2 новые книги, разработанные сотрудниками научного центра и посвященные творчеству и жизни Диониса Танасоглу. Сегодня нас вместе опять собрал Дионис Николаевич Танасоглу. На самом деле он был с открытой душой человек. Его сердце было наполнено прекрасными чувствами любви к своему народу. Он знал и умел эти чувства передать посредством своих произведений, стихов, романов, статей. Его работы до сих пор затрагивают частичку души каждого человека. Он очень любил свою родину и гагаузский язык. Дионис Танасоглу ушел из жизни в 2006 году. Ему было 84 года. Гимназия в селе Кириетлунга и Гагаузский национальный драматический театр в Чедерлунге названы в его честь. Марина Топал, Григорий Ставилов, Артем Топал, ГРТ Новости. Gözler yaşamak, o papa